вырезаем только то, что я наплел неправильно. 37 вопросов. Ну, я готов в целом. Смотри, версии разнятся. Короче, я работал целый день, до 6 часов. У нас торгим скоро, поэтому мы целый день работали, обзванивали более 100 участников. Запинаться, да, из него же. Мы все оставляем в кадре. Этого прямостороннего заново. Зачитать будет проще. Отец из Муисы. Да. Да. Ингушетии. История. Галай мох. Галай. История Ивей. Таргар. Пантервал. Галай таргар. Все, не сялора. Фаджу ягас. Зрух. Мухс. А? После 30 лет все забывают таблицу умножения. Я примерно такой же, но я подготовился и чуть-чуть повторил. Аж догадался, таблицу умножения я писал. Да, дежваля. Правда, очень такой сложный метод исчисления был, но... Я просто хотел знать, что точно понял вопрос. Это классный вопрос, давай следующий. Ты же сам что-то сказал? Да, я смог. Мы все это обрезаем, только концовку оставляем. Идеально. Я согласен, он мне нравится, если честно. Давай, ты произнесешь еще раз, а мы концовку только оставим. Я бы на твоем месте этот ответ не засчитал бы, если честно. А у нас... Слишком сильно помогал. Хитрые, да, вот эти манипуляции. Честно говоря, просто лучший подарок. Если отец увидит корт хабёхта, я с собой дрялочь. Да, я утр. Уяр. Все, поехали. После длительного перерыва мы решили возобновить рубрику «Эрудиция». Ассаламу алейкум. Сегодня мы проведем опрос прохожих в городе Магас. Я задам вопросы из области обществознания и не только. Спонсором данного выпуска является, на мой взгляд, лучший на сегодняшний день ресторан «Асса», который предоставил для всех участников классные подарки. Лерхамца. Чеборс. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Амир от 20 до 38. Ну, ближе ко второй цифре, да? Ну, кому как. Кто-то говорит 25, кто-то говорит 57. Ну, пускай будет 22 с половиной. Молодо выглядишь, пускай будет так. Ты в футбол играешь? Да. Мустафа, 27 лет. Муса, 36 лет. Меня зовут Нальгиев Булат, мне 32 года. Албаков Иса, 24 года. Микаил, 17 лет. Микаил Уричуда. Амир, 16. Да. Чем занимаетесь? Ну, по-разному. Учимся. Школа или универ? Не, колледж. Учусь тоже в колледже, занимаюсь спортом. В спортзал хожу. Молодцы, красавчики. Компьютерная графика, анимация, мультики делаю, в общем. Какие мультики уже были выпущены? Ну, Я просто интересно, действительно. У тебя есть дети? Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Ну, скорее всего, их видели только маленькие дети, года 3-4, вот так. Это детский контент. Это на ингушском языке или на русском? Нет, это не на ингушском языке, это на английском делается изначально. Вообще красавчик. Преподаю английский. Хорошо преподаешь английский? Думаю, неплохо. Пока справляюсь. Но у нас в этом выпуске слов на английском языке или предложений с просьбой перевести нет, но... К моему счастью, я мог опозориться, так что хорошо, что их нет. Работаю в комитете по делам молодежи. А кем? Начальник отдела. Занимаюсь различными проектами, молодежкой, вот, коротко говоря. IT, работаю в академии Академия... цифрового развития. Первый вопрос для тебя, Иса. Как на ингушском языке будет звучать число 6799? 6799. Ялх Эзер, а дальше я не смогу сказать точно. Я знаю, что Ялх Эзер это 6000, но... 799 осталось. Так, ну ты мне напоминай, если что, имеется в виду... 6799. 6799. Так, Ялх Эзер, Ворхбя. Потом что? Ялх Одарис. Ялх Эзер. 6700. 700. Ворх Тхо. Не, не смогу. Ворхбя. Ворхбя и дальше? 99. Не, не смогу сказать. Просто Ворх Бя Хулис. И сколько еще? 99. Из... Вырезать. Ися. У нас 20-ричная система исчисления. То есть у нас 20, 40, 60. То есть у нас 40 будет, допустим, 20, 30, 10. 30-10. Да, 60 у нас будет... Самое интересное, что я не знаю, как 30 и как 40, как 50. Ладно, мы... Я просто когда-то это знал, но правда просто сейчас забыл. Я на самом деле даже неправильно сказал. 30 будет это 20-10, 50 это будет 40-10 там, и так далее. Я знаю, как это работает, но просто забыл само название вот этих цифр. Поэтому. Дист... Нет. Нисо. Да, дистка... Забыл, представляешь, сейчас же...
6790. Ялх Эзер. Ворх Бя. 99 ты сказал? Есть тест. Сходу, нормально. Ялх Эзер. Ялх Эзер Ворх Бя. Дестха Тест. Нейшах, молодец, молодец. Ялх Эзер, Ворх Бя, Ескаткаст. Дикёх. По моему слабым этим местам вот так вот тычешь. Так, 6, 7, 9, 9. Ялхезеры, Ворхбя, Дистка, иду, да, Дистка, Тест. Нейшах. Язык можно 8 сломать. Хотя это мой родной язык, между прочим. Ялх Эзер, Ворх Бя, Ис, Дестка, Тест. Вот, ну почти. Повторишь, Микаэл? Поехали дальше, да? Ялх Эзери 6000. 799. Ялх Эзери Ворх Бя. 10 тест. Молодца. Занимает парень нужное свое место, судя по всему. Мустафа, кто такая падчерица? Десиск. Вон к другу можно? Можешь попробовать, пока Микаэл думает. Хамзат, Хава. Смотри, версии разнятся. Есть матчерица, а есть падчерица. Падчерица это... Балвайнейший гмярзя. Вообще, молодец. Падчерица – это как отчим, только женщина. Падчерица Малихоя. Падчерица кто такая? Падчерица, отца брела. Что-то знакомое. Ну смотри, падчерица — это девочка из 12 месяцев сказка была, помнишь? Отправил ее за... Падчерица — это дочь мужа, короче. Ну, не родная дочь, условно дочь от первого брака твоего мужа или супруги, да. А падчерица это, ну, типа прием, ну, сводная дочь. Это дочь, только не родная. Не родная дочь. Все правильно, все верно. Ну, мысль про отчим и наоборот тоже была интересна. Хотя неправильно, но была интересная формулировка. Так, доджиныч. Правильно? Ну, по факту правильно, да. Да. Не родная Не дочь. родная дочь, но дочь жены, как бы. Ну, я женился, у нее дочь есть. Да. Не твоя дочь или дочь жены. Не родная дочь одного из Родная супругов. дочь, да, одного из супругов, да. Слушай, все-таки тебе не 22,5, все-таки, наверное, ближе к 38, ты слишком эрудировал. Ты слишком помнишь эти мультики, ага. Ну, примерно, какие есть предположения? Есть там матчерица, просто есть падчерица, детчерица. Падчерица. Дочь жены. Ну, это дочь. Кто тебе подсказал? Дочь мужа. Дочь мужа. Ну, ты правильно говоришь, а кто тебе подсказал? Я сам. Нет, кто подсказал? Нет. А как ты не знал, а потом раз узнал? Что знакомо было, я же говорю. Не родная дочь, скажем так. Да, вот. Все верно, Я- все правильно. Молодец. Пытался вспомнить просто. Так-то я знаю. Ты математику любишь? Терпеть не могу. Ну, давай, поехали, проверим, насколько ты ее не любишь. Сколько будет 100 разделить на половину и умножить на 2? Разделить на 50 на 2, 100 получится. 100. Как нет. посчитал? И 100 разделить... Сначала умножение, по-моему, идет. 100 разделить на половину и умножить на 2. До дежваля. 100. Как посчитал? Ну, я 100 разделил на... не, подожди, если наполовину разделить. Да, правильно, 100. 100. Как посчитал? Расшифруй формулу. 100 разделить на 2. Наполовину мягко. Наполовину разделить на 50 или на 2? Ну, наполовину. Наполовину 2 получается. Все равно 100 вроде получается. А как посчитал? Ну, расшифруй эту формулу. Ну, по той же последовательности, по которой был задан вопрос. 100 на половину это 50, и умножаем на 2 это 100. А половина 100 это сколько? 50. А 100 разделить на половину сколько будет? Разделить на 0,5 его надо, да? Да. А сложно. Если умножить на 0,5, Нет, не на 0,5. Вот ты меня сейчас запутал. разделить на половину от 100. Да. То есть у нас 100 разделить на 100, деленное на 2. Я правильно Да. понимаю?
Если разделить наполовину, получится 2, а если умножить на 2, получится 4. Я сначала подумал, на что делить. Именно половину, если считать, одна, вторая. Либо на 50. 50 это половина, понятно, но я подумал, то, что не так все просто. А может быть просто? Может быть, да? Но у меня тогда два варианта. Либо 100, либо 4. 2, точно. И умножить на 2. 4. Все правильно. Все верно. Это засчитывается или нет? Не засчитывается? Засчитывается? Почему? Ты же ответил, ты же сам это делал 4. Засчитывай. Наполовину. 50 пусть будет. Если так, то 100 разделить на 50 будет 2. И умножить на сколько? На 2. 4. Или 2 Не, на... это 50 на 50. 4 фулцев. 4. Как ты посчитал? Наполовину, типа, на 50 разделить. 100 на 50, получается 2, 2 на 2, 4. Согласен? Что ли? Еще наполовину какой я- был вопрос еще раз? 100 разделить на половину и умножить на 2. Это получается... А, ну разделить на 4, 2, 4 это будет, да, 4. Как посчитал? Ну 100, А что ты говоришь, не любишь? Ну, это логика, это не математика. Ну там же цифры тоже есть. Так-то я деньги считать умею. Ну на каком ты остановишься? Ну давай так, половина от 100 это ж сколько? Половина от 100 это 50. Ну тебе нужно 100 разделить на половину. Да, я разделил на половину. 100 разделить на 50. 2. И умножить на 2. 4. И правильный ответ? 4. Мгм. И что еще? Умножить на 2. Умножить на 2. 4. Молодец, правильно. Правда, очень такой сложный метод исчисления был, но... Я просто хотел знать, что точно понял вопрос. Мультики я делаю детально, да? Ну, вообще, у меня много программирования в работе, но чат GPT, А, да. я понял, да. Наши вопросы составили, к сожалению, не через чат GPT, мы сами это делаем, поэтому назови полное ФИО первого героя Российской Федерации. А, Тут версии не разнятся. Тут есть только одно имя. Асканов Сулумбек. Сейчас подожди. Асканов Сулумбек. Отчество, к сожалению, и к своему стыду не помню. Сусуркулович, кем он был? Он был летчиком военным. Сулумбек Сусаркевич Асканов. Еще раз? Сулумбек Сусаркевич Асканов. Сусуркулович. Сусаркевич. Сулумбек. Сейчас. Сусаркулович Асканов. Все правильно. Кем он был? Генерал-майор российской авиации, летчик. Сулумбек Асканов, а вот отчество, я боюсь спутать, но, по-моему, Сусуркулович он был. Все правильно. Да. Кем он был? Летчик-испытатель военный. Асканов, Соломбек, Сусаркович. Правильно, молодец. Я так и знал. Ты так правильно ответил, что у меня телефон аж выпал. Стерлись все остальные вопросы. Ну, Я вообще. еще 37 вопросов, поэтому... Ответим. Как называется самая глубокая точка Мирового океана? Так. Впадина Ис. Сейчас подожди, это впадина была. Как называется? Сейчас подожди. Джеймс Кэмерон туда спускался несколько лет назад. Подскажешь первую букву? М. Марианский желоб. Тут версии разнятся. Есть еще экономика некоторых стран. Но пусть будет Марианский желоб. Ну, впадина, Марианская впадина. Марианская впадина. Кажется, в Атлантическом океане либо это Марианская впадина, она называется. Как-то так, Марианская впадина вроде бы. Атлантический? Нет, это Тихий. Да-да, это Тихий. Впадина, я помню слово впадина, дополнение, а вот первую букву слова не помню. Как женское имя, начало женского имени. Марианская впадина. Да? Правильно? Марианская впадина. Все правильно, молодец. Женское имя сразу. Я вопрос знаю, просто ты резко меня поймал, вот я был не готов вообще к этому. Марианская впадина. Марианская впадина. Все верно, вообще легко. То есть мы чисто на первом вопросе, короче, Ну, вот его первым надо было ставить, я думаю. Этот вопрос про Марианскую впадину. чуть-чуть давай по геометрии тогда вопросик. Началось. Давай. Есть прямоугольный, я неправильно говорю, равносторонний прямоугольник. Его периметр равен 36. А вот площадь чему равна? Чему равна его площадь? Давай помогать буду. Что такое периметр? А геометрия у меня всю жизнь двойка была. Давай я подскажу. Геометрия? Периметр – это сумма всех сторон.
36, если разделить на 2, это получится, сколько там? Офай. Подожди, 13. Почему на 2? 9. 9, подожди, есть. Хотя не буду так торопиться. Периметр 36. Мы вырезаем только то, что я наплел неправильно. Подожди. Это классный вопрос, давай следующий. Я Ну, давай вообще поразмыслим. понятия не имею, о чем сейчас. Периметр равнобедренного Равностороннего. равностороннего Прямого. прямоугольника равен 36. Да. Чему? Равносторонний. Прямоугольник. Прямоугольник это сколько сторон? 4. Если у него все стороны равны, то это что? Квадрат. Вот прямоугольник, видишь? Да, 4. Сумма всех его сторон равна 36. Одна сторона чему равна? Савря, тахком 36. Он равносторонний. Ханс, да, как это сейчас? Ответь ему. И вот сумма всех сторон равна 36. Это значит, одна сторона чему равна? На 4 надо разделить, да? Сколько? 36 делится разве на 4? Сейчас, погодите. 8? Нет. Так, 16, это 32. 17? 36 разделить на 4 будет Я 17. понятия не имею. Сейчас, 36 разделить на 17. Периметр это длина умножить на... Ой, длина прибавить ширину. А площадь... Давай я тебе сделаю подсказку. Периметр это сумма всех сторон. Сумма всех сторон. И она равна 36. Если, значит, одна сторона равна 9 сантиметров. Тебе нужно найти площадь. Короче, я работал целый день, до 6 часов. У нас Начинается. торгим скоро, поэтому мы целый день работали, обзванивали более 100 участников. Я, кстати, записан на торгим. Да? А давай мы тебя одобрим. Хамзат, площадь фи. Так, как найти площадь? Вот я забыл, в том-то и беда. Я вот не знаю, как вычислить площадь. Ну давай я тебе подскажу. Это возведение в квадрат одной из сторон в данном случае. Если одна из его сторон 36, Все стороны 36. все стороны делим на 4, выходит, да? Так, 36 на 4, это надо долго думать. Так, Так, периметр равен 36, это значит... он равносторонний прямоугольник, значит он квадрат. Красавчик. Соответственно, у него площадь это... сейчас скажу. Мы сначала 36 делим на 4. Получается у нас что? 9 получается? Нет. Ты деньги же хорошо считаешь. Это У тебя деньги. 4 должника, которые Смотри. должны тебе по сколько-то денег, Я никогда- суммарно 36. Я никогда не отнимаю деньги, я только прибавляю. Разделять деньги не моя тема. Мне тут написал калькулятор мой. Калькулятор тебе написал. 36 разделить на 4, да? Там с таблицы умножения надо было просто вспомнить, да? Элементарно. Сколько будет? 9. И вот теперь площадь прямоугольника, у которого одна сторона равна 9. 9 в квадрате. Сколько? Я не знаю. Возвести в квадрат надо. Все, понял. 9 в квадрате. 81. Да, 9. Да? А площадь? 9 же. Соответственно, 9 и 9, 81. Нет, не туда я пошел. Не, красавчик. Да? Я даже не буду сейчас дальше издеваться, что это неправильно там, и так далее. Круто, красавчик. Браво, восклицательный знак. Все зафиксировали. 18. Одна бригада с нашим оператором, он примерно так же ответил. Я... В квадрате имеется в виду возвести в квадрат то число, о котором мы говорим. 9 умножить на 9. 9 и 9, 80, что-то там, 80... Ну, в принципе, хватит, да? 81 или что-то такое. 81? Ну, достаточно. Не, больше, меньше. Ну, ровно. Ровно 81. Итого площадь этого прямоугольника. 81. Ты же сам что-то сказал? Да, я смог. Мы все это обрезаем, только концовку оставляем. Идеально. Я согласен. Он мне нравится, если честно. Я заметил, что после 30 лет все забывают таблицу умножения. Я примерно такой же, но я подготовился и чуть-чуть повторил. Давай. с геометрией еще хуже, потому что она, по сути, в жизни никогда не пригождается, кроме, наверное, за исключением самих геометров. Геометров. Ну или если есть такое понятие, да. Строители, Геометры. геометры. Ну давай, Вот 30, 30... если я скажу пропускаем, чтобы ты меня не шеймил, можем это сделать? Не, я тебе помогу. 36 разделить на 4 будет 9. 9. Осталось это 81?
Правильно, все, молодец. А ты говоришь шейми, Я бы на шейми. твоем месте этот ответ не засчитал бы, если честно. А у нас- Слишком сильно помогал. А у нас нету такого, чтобы прямо не подарить тебе что-то в конце. Мы все равно тебе кое-что подарим. Очень круто. Как ты считаешь, на четверку ответил, да? Если мы вырежем первый момент, то ответил. Едем дальше. Ну ты правильно ответил, повтори. 81? Да. А, я так и знал, на самом деле. Давай еще раз я тебе задам вопрос, а ты скажешь 81. Равносторонний прямоугольник. Его периметр равен 36. Чему равна его площадь? Площадь. 81. Правильно. 5 секунд. Давай, кто первый ответит, тот красавчик. 5 секунд на ответ вообще в целом. Таблица умножения. 7,9. Так, надо снять 81 минус 18. Сколько будет? 81 минус 18. Вот ты скажи. Я не скажу, ты должен ответить. Не, просто. Ну считаешь ты правильно. Сколько будет? Ну вот сколько будет, если... Это цифра, это правильный ответ. 1 минус 10 будет 71. И минус 8 будет 60... Минус 8... 63. 56. А, подожди. 7, 9, 63. Молодец, за 3 секунды ответил. 63. Красавчик. Полсекунды. 49. Правильно, едем дальше. Это правильно было или нет? Нет. С 63. Молодец. Я ему... Он претендует на, Красавчик, он претендует на оба подарка. Красавчик, Анди, из Уоллерс. А, это мужская Да, солидарность. это брат просто было. Я все понял. Изменись так, ободрался. Молодец, правильно. Тебе просто этот источник нужен, от чего отталкиваться, а дальше у тебя все нормально. База. Дайте мне точку опоры, я переверну мир, сказал кто-то из физиков. То ли Галилей, то ли нет. Кто был вторым президентом СССР? Так, Вот это... Подожди, а кто был первым? А кто был первым, не знаю. Ты должен знать. Президентом? А, подожди. У СССР не было президента просто. Там были верховные эти главнокомандующие, председатель президиума, чего-то там, короче. А как же Горбачев? А вот они были президенты, да? Они президенты, правильно? Михаил Горбачев был президентом. Вот я спрашиваю, он был первым, а кто был вторым? СССР. Первый. Ленин, Ори. Ладно, Сталин. Нет. Президент. А, Ленин. Президент. Опять же вырежем. Первый был с пятном на голове. Варенье, отмотай саму. Сумча просто. Горбачев, назови. Горбачев. Вот, молодец, Ой, молодец. Вот кто был вторым? Ельцин. Ельцин последнего. Не, Ельцин это... Последнего. Это же этот. Вот последнего. Ельцин. Ельцин – это президент Российской Федерации. А вот до Российской Федерации был... Хрущев. Хрущев был еще раньше, он не был президентом. если первым был Горбачев, и он СССР к чертовой матери развалил, то второй был Ельцин, а же не было второго президента в СССР. Не было же. Первый президент СССР был То есть Горбачев. второго не было, как мог быть третий? Ну, третьего тоже не было. Кто был третий? Его не было. Павел III, это император. Нет. Горбачев был первым и последним, насколько я знаю. Все были генсеки, он стал президентом и такой: а я президент, теперь могу и развалить. Да, Горбачев. А второй? После Горбачева был... Не, Ельцин в России был. Хрущев? Между ними. Хрущев был раньше. Первым по годам? Или просто первым? Одним из... Первым после того, со статусом президент, Горбачев был После первым. Горбачева был Ельцин. Да, он был президентом России, Да. Российской Федерации. Не было второго президента. И правильный ответ? Нету второго президента СССР. Ну, все правильно. Ты меня путаешь максимально. Сталин. Ну, я согласен, что это немножко сложный вопрос для молодого поколения, которое не интересуется историей. Я лично... История Российской Федерации не интересуюсь. Или СССР. Ну да. Садохлин. Ну, давай я подскажу. История России. После Горбачева не было президентов СССР. Кто был вторым?
В общем, кто был вторым? В СССР, по-моему, президент был один, Горбачев. Президентов, по-моему, в СССР больше не было, но я могу ошибаться. Были генсеки, генеральные секретари, а президент, насколько я помню, был Горбачев. Вроде бы так. Единственный. По-моему, да. Наверное, его не было. Вот смотри, Если его не было, как мог быть третий? нет, первый президент, именно президент СССР Горбачев у нас, насколько я помню. Правильно. А Ельцин был президентом РСФСР, а не СССР. Что-то какая-то, ну, я, может быть, туплю сейчас, но, по-моему, у нас не было второго. По-моему, после этого все разложилось. РСФСР состоял в Да, в Советском Союзе, поэтому Ельцин не мог быть, скорее всего. Да. Ну, в смысле, Скорее всего. я имею в виду после распада он только. То есть Российской Федерации он был президентом. Ну, да. А вопрос, кто был вторым Кто был в СССР? вторым? То, если точно был, то пусть будет Ельцин. Но, по-моему, не было. Но первый был Горбачев. Дальше никого не было. Но если прям надо кого-то назвать... Может быть, и не надо. Короче, я считаю, что не было. Может быть, вы меня путаете. может и не надо кого-то называть. Путаете очень сильно. Не было второго. Правильно, не было второго. Зря- Хитрые, да, вот эти манипуляции. Назови столицу этого государства. О, нет, флаги это вообще не про меня. Я даже примерно не знаю, что это. Ну, цвета как у Италии, да, окей. А Почти. Ой, а что за страна? Что за государство? Ну, надо узнать. Считай два вопроса в одном. Так, давай я примерно вот пойду по тем странам, которые я не знаю. Это не Европа или Европа? Не Европа. Ага. Это тоже не Южная Америка, не Северная Америка. Вопрос. Это где-то... Вопрос. А какой? А, То, что посередине нарисовано, А ты можешь убрать. Можно увеличить? Да, можно. Ты можешь убрать его вообще. Может быть, тебе это даже мешает. Ну, если почти Италия, то это Португалия. Или Испания. Нет, Нет, ну тогда... другой континент. А, вообще другой континент. Это флаг Мексики. А столица это Мехико. Декалер. Буэнос- Страну угадал. Айрес. Мехико? Молодец. Мексика. Это... Пра- Чили какой? Мексика, да? Правильно, а теперь Мехико, осталось столица. да, это Мехико. Это флаг Мексики, серьезно, никогда не видел. Это Мексика. Столица Мексики у нас Мехико. По географии у тебя тоже была пятерка. Кстати, спасибо, Шамсудин, Диаресло. Это Мексика. Так. Ну, если это Мексика, то Мехико. Просто я изображение посредине флага не признаю. Ну, не узнаю, в смысле. А флаг напоминает мексиканский. Мехико. Все правильно. Посередине это изображение, это и есть герб этой страны. Отлично. А на флаге этот герб выведен в том числе. Супер, угадал. Следующий вопрос от нашего спонсора, ресторана «Асса». Как ты уже догадался, оттуда у нас и будет подарок. уверен, я должен ответить на этот вопрос. Ты был в ресторане «Асса»? Был разок. Разок, да? Ну, сейчас ты уверен, да, сходишь еще раз. Потому что независимо от ответа, конечно, хочешь, чтобы ты правильно ответил, но независимо, ты все равно туда получишь сертификат, чтобы туда сходить. Вопрос звучит следующим образом. Скажи слово «натощак» на ингушском языке. Вау. Наташак. Не могу сказать. А на английском? Вообще никаких идей. Ну, говорят, on empty stomach. Так и будет, на пустой желудок. On empty stomach. На ингушском не могу. Натощак. Мецволчхан. Ну, это прям ты прям дословно сказал. Вот когда я голоден, алра, мецволчхан. А, там другое, да? Моцел. Мецел – это голод. Голод. Натощак. Сейчас надо вспомнить, когда я выходил донором, что мне говорили. Там говорили всегда на русском. Давай я тебе подскажу первую букву «Ф». Так. Ой, я не отвечу. Я просто не отвечу. Ну, на ингушском чуть по-другому. Фетта. Слышал такое слово? Фетта, честно говоря, первый раз слышу. Фетта, натощак. Я қалай moet goosten kies ik toch te gooien kies ik goosten. Als dus zijn goosten krijgt zo'n over. Фе. Фет. Graag een zo'n. Фетта. Gaat. Фетта. Vette, zo. Roze. Фетта. Натощак. Als onder dus vette. Tagan is naast van paid beller. Vette ja verder geweest. Эсбахан долги. Столица Мехико geweest. Мехико. Халмыш дикты, дети. Мы популяризируем знания. Все правильно. Фет. Правильный ответ.
И твоя задача сейчас, после того, как закончится наш опросник, будет заключаться в том, чтобы ты в один из дней натощак поехал туда и испробовал завтрак на двоих. И мы тебе вручаем сертификат, приглашение, то есть с печатью даже. Машалла, печать. Это сертификат на завтрак на двоих. У тебя будет такая возможность с утра и до 12 дня. Мы можем с тобой договориться. Ты это слово запоминаешь, никогда не забываешь. И в этом состоянии ты идешь в ресторан «Асса» в любой день до 12:00. Берешь с собой спутницу, если ты женат. Нет, пока не живу. Но ты задумался. Да. Брата, сестру, маму, отца на двоих. Я тебе вручаю такой сертификат. Завтрак на двоих в ресторане «Асса». А у вас есть? Проспект Зязикова. У вас есть? Так вот, если бы учились хорошо в школе, как я, то были бы, ну, наверное, более богаты, чем я. Я обязательно... до какого повода? Не ограничено. Машалла, я этим обязательно воспользуюсь. Наверное, так, я работаю неделю через неделю, и неделю я работаю с 8 утра. Вот сейчас у меня рабочая неделя. Наверное, завтра, послезавтра. По кайфу. Держи один. Держи два. На двоих. Завтрак на двоих. Улица Зязикова. Дом 58. Магаз. В любой день до 12 часов вы можете пойти и взять с собой еще по одному товарищу, например. Или с мамой, или с сестрой, или с отцом. С отцом, кстати говоря, можешь сходить. Что какие самые дела? Честно говоря, просто лучший подарок. Потому что вот утром натощак приятнее всего есть не дома какую-нибудь стандартную пищу, а сходить куда-нибудь в ресторан, посидеть с другом или там с мамой, например. Так что очень ценю Далрияз Халшан. Полностью согласен с тобой. Далрияз Халхана. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Можешь сказать пару слов, пока мы не рукопожались? Я хотел бы сказать, что вот этот проект, вообще все интеллектуальные проекты мне сильно нравятся. Я хочу, чтобы прохожие не просто так смотрели и говорили... Вот как сейчас парни, да? Да. Они бы хотели в этом участвовать. А чтобы хотеть в этом участвовать, нужно эрудироваться, получать какие-то знания. Потому что знания – это сила, а не вот это же. Эрудироваться, да? Мгм. Ну, пусть будет. Я же умный, я придумываю новые слова. Придумывать новые слова – способность умных людей. Кстати говоря, я слышал, что у тебя неплохо получается с этимологией слов. Я знаю, что ты запросто ответишь на вопрос, откуда взялось слово Турция, Берлин, Сахалин. Турция, например, откуда он? Ну, вейдяжда угушцы глетыш тураж идехан Турции ханцани хачуиншан. Турции что? Ты знаешь, что мы сейчас даем очень большой такой инфоповод для разных обитателей Смотри. Вокруг Республики Ингушетия. Смотри, что будет. Сейчас, подожди, еще Сахалин. Сахалин вейдяж Сахаля рабагалин циличи. Берлин метигиох. Смотрите, вот если есть люди, которые вот на это откуда-то реагируют, то задача представителей нашего народа, общественных деятелей, историков, просто людей, не реагировать на лай глупых псов, понимаешь? Потому что только глупец может зацепиться за шутку кого-то и на полном серьезе, на серьезных щах что-то об этом рассказывать. Шутки есть шутки. Если вы не понимаете юмора, ладно. Который не осязаем. Да. Поэтому, если у вас нет чувства юмора, вам лучше... Куда уезжают люди без чувства юмора? Даже в тюрьме Сахаля, чувство юмора. Нахлиныч, там. Вот туда, вот Сахалина. Спонсор можешь поблагодарить. Мухаммад Ахриев был отлично в Узжу. И честно могу посоветовать и ресторан «Асса», посетить его, и пока вы смотрите, пока вы ждете еду или едите, можете посмотреть подкаст, который последний вышел с Адамом Баркинхоевым. Да, крутой подкаст. Приятного Ой, на это просмотра. подписчик прямо видно, смотрит все. Это приятно. Я резко- Итак, красавчик. Да, Ты лучше всех сегодня отвечал. Больше всех ошибок, но лучше всех отвечал. Ну, я говорю, вот ошибки вырежем, и завтрак на двоих можем разделить. Во-первых, спасибо большое за все, что ты делаешь. Это классно, что у нас идет вот эта пропаганда знаний. Назовем это так. Можно пропагандировать всякое, но вот это надо пропагандировать. Я и сам не против принять участие в таком. Меня никто не приглашает. Давай я организую. Лично Добро. для тебя вопросы составлю. Там будет фета, фетакса,
и фетровые шляпы. Не знаю. Все четко, четко Там договорились. все ответы будут на «ф». Отцу не показывайте. То тоже самый ответ. Его отцу не показывать или твоему тоже? Его отцу не показывают. Понравилось? Нашим отцам. Ну, понравилось, почему нет? Четко? Да. А, те, Если бы кто, еще не опозорились, вообще бы. те, кто стесняются принимать участие в таких опросах, что ты им скажешь? Не стесняйтесь. То же самое. Хада. Честно, я вот любитель различных викторин, включая религиозную, нашу вот Такой народную. тоже будет. Поэтому я ожидал хотя бы немножко религиозных вопросов и был готов к этому, в принципе, в большей степени. Ну вот геометрию я точно не ожидал. Что, но вот это вот точно. Ты подпишись на мою страницу в запрещенке. Уже? И уже, да? И я там озвучиваю, когда у нас запись нового выпуска. И вот один из выпусков я хотел как раз и на религиозную тематику, поэтому у тебя будет шанс реабилитироваться с Еще будет Фетто и возможность. Мехико. Ага, все. В принципе, я смотрю на твои эти выпуски. Смотрел некоторые, мне понравились. Далее, честно, Подожди, это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Чарах. Баркал Диаресхал. Мне понравилось, в первую очередь, мне понравилась сама викторина, мини такая. Получил пользу, знания дополнительные. Фетта я ахр духолсун, цалтра. А даху кадика анда давай. Это бахопшин. Я Дарья Слобустова, Баркал. Салам Алейкум алейкум. ассалам.